В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Якушара. Здравствуйте. 24 августа президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию. Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии. В состав делегации Республики Абхазия также входят премьер-министр Геннадий Гагулия, руководитель администрации президента Беслан Барцец, министр финансов Джансух Нанба. 26 августа, в день международного признания независимости Республики Абхазия, в нашей стране пройдет ряд торжественных мероприятий. В Сухуми они начнутся в 9 часов утра с возложения цветов к мемориалу первого президента Республики Абхазия Владиславу Ардзенба. Затем в 9 часов 30 минут к мемориалу в Парке Славы. Памятные мероприятия продолжатся в селе Чгярда, где в 10 часов 30 минут начнется церемония возложения цветов к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапша. Затем в 11 часов в Сухуми на площади имени Сергея Багапша откроются сельскохозяйственные павильоны от каждого района республики. В 13 часов в Центральном выставочном зале откроется фотовыставка «Праздник признания», организованная Союзом журналистов и Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия. На выставке будут представлены более 120 работ известных абхазских фотографов Владимира Попова и Ибрагима Чкадуа. В 18 часов в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба состоится торжественное заседание и концерт, посвященный десятилетию Дня международного признания независимости Республики Абхазия. Завершится торжество праздничным салютом в 21 час. Уже совсем скоро наша страна отметит знаменательное событие в своей новейшей истории – День международного признания Абхазии. С этого события прошло 10 лет, и сегодня многие вспоминают о том, что предшествовало этому историческому дню. В их числе Валерий Аршба. В интервью абхазскому телевидению Валерий Шалвович рассказал о событиях, свидетелем и участником которых он был. Интервью смотрите сегодня в рубрике «Агуанагара» после новостей. А сейчас небольшой отрывок из него. Как всем известно, 30 сентября завершилась война с фашистской Грузией победоносно. Они были изгнаны с территории Абхазии. Де-факто, значит, мы победили. Образовалось государство. Де-юре нужно было это государство как бы насытить юридическими документами, материалами, создавать государство на основе юридических международных прав. Государства, которые поддерживали Грузию, когда они увидели, что с войной победить Абхазию не стало возможным, тогда они придумали Женевский формат. Думали, уже через переговорный процесс они нас вынудят опять, вернуться в лоно Грузии. И вот этот формат Женевский начался, первый раунд прошел, уже когда проводился второй раунд. Первый раунд прошел в конце 1993 года, это с 30 ноября, 1 декабря 1993 года. И когда начинался второй раунд, то, конечно, с помощью России мы добились того, что мы стали субъектом переговорного процесса. Об исторических предпосылках признания независимости Абхазии Россией, о перспективах социально-экономического развития республики, о том, в каком направлении нужно двигаться Абхазии. Об этом и многом другом в интервью известного политолога Андроника Миграняна, которое он дал нашему телеканалу в неформальной обстановке в перерыве между официальными мероприятиями, проходившими в рамках международной конференции, посвященной десятилетию международного признания Абхазии. Во время Отечественной войны народа Абхазии ваш голос звучал очень громко и убедительно в поддержку абхазского народа. Мы это ощущали и очень благодарны вам за это. В 2008 году Россия признала Абхазию. Это историческое событие. Прошло 10 лет с момента признания. Как бы вот этот период, отрезок оценили? Действительно, это колоссальное событие в жизни маленького народа. А ведь этот маленький гордый народ когда-то имел свое государство, свое царство. Мне всегда было очень приятно, еще с детства я знал, что когда-то армянское царство граничило с абхазским царством. И я должен сказать, что Россия приняла это решение, исходя, во-первых, из чувства справедливости. Хотя, конечно, в международных отношениях и в дипломатии
Сентименты – это последние, которые играют важную роль. Но очень важно, что общественное настроение должны быть подготовлены для того, чтобы государственные деятели принимали какие-то решения, потому что для них важно, поддерживает их население, общественность, вот эти решения или нет. Я думаю, что, может быть, в этом отношении немаловажно было, чтобы, конечно, и в средствах массовой информации, и на телевидении многие говорили, что вот есть такая вопиющая несправедливость, и здесь надо принять какие-то очень важные решения. Я думаю, что Абхазия прошла довольно такой трудный период становления. Но, да, вот я вчера разговаривал с президентом, у нас был такой довольно теплый, длительный разговор, и я спросил, и меня это всегда очень интересует, вот такой маленький народ, вроде бы он должен быть очень консолидированным. Почему такая довольно ощутимая, даже со стороны, жесткая борьба и размежевание политических сил? Это немножко кажется странным, потому что, казалось бы, маленький народ должен быть очень консолидированным, стоят серьезные задачи, надо решать очень много самых сложных проблем, а все-таки политическая активность очень большая, и глубина размежевания тоже довольно большая. Полную версию интервью смотрите в итоговой программе «События недели» в субботу. 25 августа 2018 года в городе Раменское в Карелии состоится торжественная церемония открытия памятника генерал-лейтенанту Хасану Лагустановичу Харази, командиру 10-й воздушно-десантной бригады, формировавшейся в городе Раменское в 1943 году, сообщает пресс-служба Московской абхазской диаспоры. Хасан Харази награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Суворова, 2 орденами Отечественной войны, 16 медалями и американским орденом степени легиона, который был утвержден Джорджем Вашингтоном в 1782 году. Хасан Харази – почетный гражданин городов Сухум, Раменское и Аланец, Карелия, автор мемуаров «Дорогами мужества». Выращивание ореха фундука для многих сельчан Абхазии является основным источником дохода. Больше всего ореховых плантаций в восточных районах республики. В этой отрасли, конечно же, не обходится без сложностей. В прошлом году нашествие мраморного клопа уничтожило до 70% урожая ореха. Какова ситуация в этом году? Чтобы выяснить это, наша съемочная группа посетила ореховую плантацию в селе Адзюбжа Ачимчирского района. Репортаж Алики Трапш. На ореховой плантации в селе Адзюбжа буквально каждый куст орешника покрыт белым налетом. Это мучнистая роса – грибковое заболевание, вызванное различными видами микроскопических грибов-паразитов. Помимо этого, часть листьев орешника усохшая и скрученная. Виной этому опаснейший вредитель – фундучный усач. Личинки этого жука-вредителя прогрызают сердцевину побегов, что впоследствии приводит к увяданию всей ветви. Благодаря своевременному лечению на данном участке было собрано 17 тонн орехов фундука. Урожай неплохой, даже выше ожидаемого. Но самое главное не количество урожая, а качество. Если не делать те агромероприятия по лечению, то мы в следующий год не сможем собрать урожай, или урожай будет уже некондиционный. Мы последнее лечение провели в июне месяце. Вот после июня дальше, если мы лечение проводили, да, оно затратное, любое лечение. Этих болезней не было. Это болезнь, которая возникла в течение месяца. Оно быстро распространяется. Даже собранный фундук, когда лежит, если несколько штук там болезнь, они распространяются. Это грибковое заболевание, это инфекция. Оно быстро распространяется. Предприниматель Абисалом Кварчи уже более 15 лет занимается ореховой отраслью. Чтобы спасти урожай ореха фундука от различных насекомых-вредителей, необходимо как минимум 6 раз провести лечение, говорит он. Но не каждому крестьянину такое под силу, и потому очень необходима государственная поддержка. Крестьянин не в состоянии провести это лечение. Крестьянин не знает, какие лекарства купить. Крестьянин не знает элементарно, как раствор делать. В приготовлении раствора тоже имеет свою специфику. Надо что-то добавлять в воду, что-то в другой надо. Вот. Есть совместимые лекарства, есть несовместимые
любыми лекарствами. Если агротехнику правильно, грамотно проводить и вовремя, да, инструктировать, то одним лечением, одним разом можно вылечить одновременно 8 заболеваний. Про это должен сопровождать немножко наука, ученые. Вот. Энтомолога у нас нет, который должен сказать, когда идет личинка образования, когда вылупляется, когда нужно лечить. Если не будет государственной поддержки, эта отрасль умрет. Понимаете, оно на грани гибели. Еще один участок ореховой плантации в селе Дзюбжа пострадал от личинок фундучного усача. Чтобы хоть как-то спасти ореховые насаждения от гибели, все усохшие ветки были обрезаны и сожжены. В результате на 50 гектарах земли, где произрастает 25 тысяч кустов ореха, было собрано 800 килограмм урожая. Это очень низкий показатель. А это экспериментальный участок на ореховой плантации. Здесь произрастает 19 сортов ореха фундука. Подобной коллекции нет на всем Кавказе, говорит предприниматель. Именно эти сорта ореха фундука могут дать возможность конкурировать на внешнем рынке. Тут орех разные, есть ранние сорта, есть поздние сорта, есть крупные сорта. Сегодня на внешнем рынке, в связи с большой такой конкуренцией, пользуются спросом крупные сорта. И в перспективе у нас есть потенциал, если уход соответствующий сделать надо будет нам обязательно сортоиспытательный участок, где каждый сорт надо будет соответствующий, да, анализ сделать, изучить, какой выход научно обосновать. У нас потенциал очень серьезный для в дальнейшем конкуренции на внешнем рынке. На сегодняшний день цена за килограмм ореха на внутреннем рынке составляет 80 рублей. Но большинство крестьян в этом году не смогут продать урожай ореха, так как он испорчен. Если в ближайшем будущем не решить возникшую проблему, то вероятность потери этой плодовой культуры очень высока. Алика Трапш, Беслан Чинджери, Абхазское телевидение. Спортивные объекты страны, похоже, приобретают хозяина. Согласно распоряжению премьер-министра Геннадия Гогулия, Государственному комитету по физической культуре и спорту поручено совместно с Госкомитетом по управлению госимуществом и приватизацией до 1 октября в установленном законодательством Абхазии порядке передать спортивные объекты госструктурам. Так, Министерству образования и науки Абхазии будет передано мини-футбольное поле в поселке Цандрыпш Гагарского района. Администрации Сухума передадут городской футбольный стадион «Динамо», расположенный по улице Воронова. Администрации Ачимчирского района передаются баскетбольные площадки в Ачимчире. Также и в других районах. Наш корреспондент Рената Шакая узнавала, в каком состоянии находятся спортивные объекты столицы, и убедилась – им нужен хозяин. Цель распоряжения – надлежащая реализация права владения, пользования и распоряжения имуществом в соответствии с целями деятельности, заданиями собственника и назначением имущества, а также учета на балансе спортивных сооружений. Проще говоря, каждый спортивный объект должен иметь хозяина, который будет следить за ним и содержать его в порядке. Что касается тех объектов, которые мы сейчас планируем передать по завершении строительства, да, передать уже на балансы, скажем, одного района, другого района, третьего района. Конечно же, уже администрации должны будут подумать, как их эксплуатировать, да, и на чей баланс передать. Можно передать на баланс, но это мое мнение, с подкомитетов этих же районов или же городов. Возможно, РОНО этих городов и районов. Но что касается других спортивных объектов, у нас катастрофически не хватает этих объектов. В каждом районе у нас есть спортивные школы, в каждом районе Абхазии. Но, к сожалению, не в каждом районе есть спортивные залы. В 2010 году в Абхазии была запущена президентская программа по строительству спортивных площадок. Буквально за несколько лет в стране построили 12 футбольных мини-полей. Все они нуждаются в постоянном уходе. К сожалению, в то время было еще то, что спортивные школы не обладали особыми финансовыми средствами, чтобы можно было набирать тренеров по футболу. И поэтому на некоторые площадки в принципе не использовались. Однако они построены. Сейчас надо уже думать о том, как же их эксплуатировать и кто на них должен работать. К большому сожалению, некоторые площадки, в принципе, находятся на балансе каких-то организаций. Но организации могут быть разные. Это спорткомитеты городов и районов большей частью. Но некоторые площадки как бы федерации футбола, в пользовании федерации футбола. Но чтобы его эксплуатировать, во-первых, нужны деньги, во-вторых, нужны люди, которых надо оплачивать.
Здесь есть определенные проблемы. Если долго будем на эту тему говорить, то по каждому объекту как-то отдельная своя проблема есть. Вот на этой площадке могут заниматься, если вообще ребенок занимается секцией футбола, ну, в лучшем случае до 11 лет. Потом его надо вытаскивать, скажем так, на большое пространство. А большого пространства у нас в Сухуми только два. Стадион «Динамо» и стадион «Учхоз». А команд в Сухуми детско-юношеских уже почти 16. Куда же их девать? Искусственное поле, будучи грамотно уложено и протестировано, сохраняет свои свойства длительное время. Но и искусственные покрытия нуждаются в постоянном уходе. Помимо того, что такие площадки нужно поливать, расчесывать и подсыпать специальными гранулами, их покрытие раз в 5-7 лет нужно менять, а его стоимость – 1,5 миллиона рублей. Например, вот данная футбольная площадка, она находится в пользовании Федерации футбола, которая, в принципе, отдала в аренду, ну, ИП, скажем так. Вот человек, работает здесь ИП, он одновременно охраняет, он одновременно следит за порядком, он одновременно находит людей, которые здесь убирают. Мы знаем, что наши люди любят сорить и за собой особо не убирают. Здесь нужно проводить, кроме тренировочных занятий, еще просто, ну, вечером приходят взрослые люди играть, ну, скажем, старшего, да, поколения. А содержать его как-то надо. То есть здесь надо оплачивать воду, здесь надо оплачивать освещение, ну и человека, который здесь прибирает. Ну, мне сейчас трудно сказать, но как минимум 1025 в месяц на эту площадку может уходить. Но самое сложное – это, конечно, покрытие. То есть, например, вот этому покрытию уже 8 лет. Нету покрытия этой площадки. Покрытие в прошлом году было поменено. Одно это покрытие обходится в 1,5 миллиона рублей. Несмотря на большое количество людей, которые хотят заниматься спортом, содержать такие объекты, уход за которыми требует некоторых усилий, оказалось достаточно непросто. Спортивные площадки, построенные 6-7 лет назад, стали постепенно приходить в упадок. Финансирование на текущие расходы по эксплуатации футбольных полей Госкомитету выделяются, но средств недостаточно. Один такой объект требует порядка 300 тысяч рублей в год. Стадиона. Здесь картина еще сложнее. На сегодняшний день, если иметь в виду возможность заниматься там футболом, то есть не калечить детей, а чтобы они именно развивались и учились футболу, то у нас на сегодняшний день соответствует, скажем, стандартам. Это стадион «Динамо» города Сухум, это стадион в какой-то степени Гагарский городской, потому что там покрытие тоже уже нуждается, наверное, в замене, или же хотя бы в подсыпке, да. Стадион Республиканский, там, правда, естественное покрытие, то есть просто трава, за которой тоже, в общем-то, надо хорошо следить. И стадион на Учхозе. Есть такой район, он так и называется, стадион Учхоз. Неплохое поле в Новом Афоне. Опять-таки, там нужны люди и нужны средства, чтобы за этим футбольным полем смотреть. В очень плохом состоянии футбольное поле в городе Гал. Еще хуже футбольный стадион, естественно, с футбольным полем в городе Тхварчал. В плохом уже, ну, относительно, все-таки стараются там ребята держать. Это футбольный стадион с футбольным полем в городе Чимчира. Совершенно плохое поле в городе Гудаута. В городе Пицунда, можно сказать, что почти уже футбольного поля нет. Ну, это все футбольные стадионы и поля, которые относятся к районным администрациям. А у районов, к сожалению, нет средств, чтобы их привести в порядок. То есть футбольное поле привести в порядок, просто футбольное поле, нужно порядка 16-24 миллионов рублей. Это не такие уж маленькие деньги. Что касается стадиона «Динамо», то на сегодняшний день этот спортивный объект и его покрытие считаются лучшими в республике. Но при его строительстве не была учтена такая важная вещь, как полив искусственного покрытия. Как отметил Рафаэль Ампар, если у этого стадиона в ближайшее время не появится хозяин, его придется восстанавливать заново. Согласно распоряжению премьера, стадион «Динамо» должен быть передан Сухумской городской администрации. Городской стадион «Динамо» – это самый лучший стадион в Абхазии на сегодняшний день. Да, понятно, при строительстве упустили некоторые моменты. Ну, на взгляд профессионалов, скажем так. Это тоже долго объяснять. Но покрытие на сегодняшний день, если иметь в виду искусственное покрытие, оно отвечает хорошим, скажем, стандартам. И за этим полем надо очень хорошо следить.
Но, к сожалению, не была продумана система орошения. То бишь надо поливать это футбольное поле, а такой системы на этом стадионе нет. Слава богу, был приобретен определенное оборудование, которое расчесывает футбольное поле, но необходимо покупать крошку. Крошка тоже стоит денег. Стадион, к сожалению, до сих пор не взят на баланс ни одной организации. А что это означает? Это означает, что нет хозяина, в принципе, да? И этот хозяин не расходует денег на этот стадион. Естественно, конечно, этому будет сложно, но будущему хозяину придется изыскивать возможность в средствах, прежде всего, и в людях, которые могли бы там профессионально работать. Да, сложно в условиях Абхазии, сложно на стадионах зарабатывать. И это на сегодняшний день нереально. Должен быть хороший маркетинг. Сегодняшний стадион «Динамо» не будет зарабатывать денег, я вас уверяю, хотя бы чтобы оправдать содержание. То есть надо дополнительно что-то придумывать. Но дополнительно это не только футбол. Возможно, это какие-то концертные программы, может, какие-то фестивали и тому подобное. Но сохранить этот стадион и чтобы он правильно эксплуатировался, нам необходимо. До 1 октября текущего года часть спортивных объектов передадут государственным учреждениям. Теперь их дальнейшая судьба будет зависеть от того, смогут ли они содержать эти объекты в надлежащем виде. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В целях улучшения эпизоотической и эпидемической обстановки в стране премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия подписал распоряжение о принятии мер по защите населения от безнадзорных и безхозяйных животных. Распоряжением на структурные подразделения местных органов государственного управления и подведомственные им муниципальные предприятия возложено обязательство по организации мероприятий, защищающих население от безнадзорных и безхозяйных животных посредством их отлова, стерилизации и содержания. В документе также отмечается, что мероприятия по защите населения от безнадзорных и безхозяйных животных должны осуществляться в установленном порядке с соблюдением принципа гуманности, исключающим убийство животных и жестокое обращение с ними. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии проводят очередной рейд в Гагарском районе. Об этом материал пресс-службы спасательного ведомства страны. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии совместно с коллегами из погрануправления ФСБ России в Абхазии проводят очередной рейд в Гагарском районе. Проверкой была охвачена акватория города Гагры, Пицунды и поселка Цандрипш. Последний раз подобные мероприятия проходили здесь не более 3 недель назад. Однако столь пристальное внимание к данному району Абхазии вполне обосновано. Мы усилили контроль по Гагарскому району, и так как там в летний период очень много судов. Это и прогулочные катера, и гидроциклы, и все остальные. Помимо маломерных судов проверяли и большие прогулочные катера. Мониторили их техническое состояние и наличие соответствующей документации. Из 10 проверенных плавсредств вопросы возникли к 4. К примеру, у одного судовладельца права на управление были аж советского образца. Ему предписано обратиться в ГИМС МЧС Абхазии, где ему будут выданы документы, соответствующие современным стандартам. По словам спасателей, весьма распространенным нарушением является управление гидроциклами без наличия соответствующего разрешения. Проще говоря, владельцы данных плавсредств сдают их на прокат гражданам, не имеющим на это прав. Так случилось и на сей раз. Водитель гидроцикла не имел необходимых документов, и поэтому владелец гидроцикла был оштрафован. У нас запланированы по Сухуму проводить данные рейды на этой неделе. И такие вот замечания будем устранять. По словам спасателей, в этом году число существенных нарушений по части использования маломерных судов в данном регионе страны намного уменьшилось. Так что усиление контроля в морской акватории Абхазии по части безопасного отдыха вполне себя оправдало. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Сухумского городского суда. 1 единица. Прием заявлений кандидатов на должность судьи осуществляется в Министерстве юстиции Абхазии с 24 августа по 7 сентября включительно. И о погоде.
По сообщению гидромедцентра, в пятницу на территории Абхазии ожидается малооблачная, удушливо жаркая погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 21-23, днем плюс 27-32 градуса. Температура морской воды плюс 27 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.